Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие и любимые зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Чем помогут вам высшие силы? Что высшие силы конкретно для вас сделают? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, и пусть правда вам откроется. Также всех вас спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную и теплую поддержку, которую вы мне даете. За ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. И пусть вам вернется в миллион раз больше. Итак, мои хорошие, настраивайтесь. Я же со своей стороны попрошу высшие силы, дайте мне возможность ответить на все вопросы. И пошлите только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, какой у вас глазик. Всем глазиком глазик. Высшие силы за вами наблюдают, высшие силы за вами следят. Высшие силы вас видят, высшие силы вас слышат. Если вы спрашиваете себя, что вы делаете на этом гадании, как вы попали на эту отсыпку, а вас сюда высшие силы привели для того, чтобы вам раскрыть глаза. Глаза на те вещи, которые от вас прячут, закрывают, не допускают вас к этим вещам. Но сейчас все и выяснится. Что сделают для вас высшие силы? Они вас в первую очередь защитят. Защитят не только от плохих людей, но и прежде от самой себя, от самого себя. Так иногда бывает. Мы люди, мы подвержены эмоциям, мы подвержены чужому мнению, влиянию, воздействию. И иногда люди во вред себе что-то делают. А вот здесь показано, что высшие силы защитят даже от самой себя, даже от самого себя. Я уж не говорю про плохих людей. Вы как будто бы, знаете, как в скафандре мне идете, в какой-то такой одежде, вот непроницаемой, недосягаемой, непроницаемой. Я не могу понять, почему, но очень много людей как-то смотрят на вас злым, завистливым взглядом. Очень много людей, больше, чем вы можете себе представить. Возможно, здесь показаны люди за всю вашу жизнь. И за прошлое, и за настоящее, и за будущее. А возможно, это происходит здесь и сейчас, да, в реальном времени. Очень много людей вам завидуют. И поверьте, причины для зависти, они могут быть абсолютно разные. Эта зависть как яд, просто вот ложится на вас, ложится на вашу кожу, да, впитывается в вас и вылезает всякими осложнениями, проблемами, болезнями, невзгодами, всякими состояниями, да, там, паническими, надрывами, депрессиями. Да, вот это есть, и это было. Но больше этого не будет. Высшие силы вас оденут в такую вот одежду непроницаемую, что никакое зло не ляжет. Еще я вижу, что высшие силы многим вот особо агрессивным, либо особо отчаянным, дурным людям на вас глаза закроют. Вот просто вы для них будете как, ну, не то чтобы даже недоступны, как невидимы будете. Они будут проходить рядом, но они не будут замечать вас. Вот не будет такого вот желания что-то вам сделать, либо какой-то вред причинить. В связи с этим также хочу вас предупредить, что, возможно, в ближайшие несколько дней, недель будут происходить такие вещи, как люди просто перестанут общаться, перестанут связываться с вами, подходить к вам перестанут. Люди могут как-то быстро, экстренно вот куда-то уехать, переехать, уйти, отойти. Вот какие-то такие вот моменты, когда теряют к вам интерес, либо вообще вас не замечают, потому что высшие силы им глаза на вас закроют, чтобы не было особого вреда, чтобы не было особого ущерба вам, чтобы не было особых каких-то неприятностей. Вот. Вы, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием.
и с благодарностью. Благодарность – это очень важно. Не забывайте благодарить небеса за всякие хорошие события и также благодарите за плохие. Ведь вы не знаете, что на самом деле отвели от вас высшие силы. Иногда человеку нужно пройти испытание, иногда человек должен сам себя повысить, да, свой уровень души повысить. И обычно это происходит в очень сложных ситуациях, либо в серьезных обстоятельствах, таких, знаете, вот, которые как тиски сжимают. Человек должен себя проявить. А высшие силы могут заменять вам испытания на более легкие, на более комфортные. Вот люди иногда там раз потеряли что-то и сокрушаются, и думают: да как так? Вот кошелек потеряла, да, либо там телефон потеряла, либо еще что-то потеряла. Ой, за что мне это все? И человек даже не догадывается, что забрали деньгами, забрали имуществом, а могли забрать здоровьем, могли забрать любовью, счастьем могли забрать. Понимаете? Это сложно, да, это сложно все и объяснить, и сложно воспринимать, но на самом деле это повсеместно происходит. И нам кажется, людям кажется, что нас обижают, что нас наказывают, а на самом деле эти испытания и нужны, и важны. И нужны, и важны. Конечно, нам при жизни это неведомо и навряд ли откроется до конца. Мы лишь только можем чуть-чуть, вот как подсмотреть, да, чуть-чуть узнать, поверхностно узнать. Но поверьте, в том другом мире все станет на свои места. Вот, в другом мире уже будут и зачет идти, и расчет будет идти, и воздаяние, и награда, и наказание. Так, мои хорошие, продолжаем. Что еще высшие силы для вас делают? Ну, здесь высшими силами вам обещана большая любовь. Любовь, опять же, она бывает разная. Бывает любовь мужчины к женщине, женщины к мужчине. Бывает любовь ребенка к матери, матери к ребенку. Бывает любовь, в принципе, между людьми, да, платоническая любовь. Вам обещана большая любовь. И ваше сердце познает, и ваша душа по отношению к себе эту любовь познает. Любовь, которая не имеет ни рамок, ни границ. Любовь, которую невозможно оценить словами. Любовь, которая окрыляет, любовь, которая жизнь продолжает и делает жизнь гораздо лучше, счастливее, красочнее. Вот такая любовь вам обещана. И если вы сейчас сидите, и вы одна, либо один, и кажется, что уже ничего вас не ждет, вы очень сильно ошибаетесь. Высшие силы дадут вам эту любовь. Вернее, они вас этой любовью одарят. Также из этой ошибки я вижу, что вы в свое время какие-то ошибки допустили. Ошибки, которые вам потом очень дорого стоили, но тут вы скорее проявили упрямство. Ну, допустим, что это могло быть? Женщина полюбила мужчину, а мужчина был недостоин. Высшие силы отводили, а женщина такая: нет, мне он нужен. А потом она сокрушалась, что ой, что мне за скотина досталась, да, зачем мне эта боль, вот счастья в жизни нет. То же самое могло быть там с мужчиной. Мужчина там старался, хотел карьеру, не знаю, денег много хотел, вот всего себя, да, все свои силы бросил там в эту работу, в этот бизнес, в топку бросил, да, а счастья личного нет. Да. Вроде деньги есть, а никто его не любит, а он один. Вот. Да, он может купить себе эту любовь, но это почасовая любовь, и не любовь это вовсе. Да? Вот нет тепла, нет души. Понимаете, вот такие моменты. Ну, не хочу я про ваши ошибки говорить, хоть я их и вижу, я не хочу их перечислять. Каждый сам за себя знает, где вы неправильно поступили и где вы проявили, ну, вот это своеволие, да, назовем это так. Да, нам, людям, свойственно ошибаться, так и живем, на своих ошибках учимся. И как бы нам ни рассказывали про чужой опыт, он не прилипает на самом деле. Пока свои шишки не набьешь, ну, разума не наберешься. Да? И это прям такая истина, еще наши предки это понимали. Так, по поводу этих ошибок. Вам будет дан шанс, каждому из вас будет шанс на то, чтобы все исправить. Либо выйти из этой ошибки, да, вот найти выход из той фатальной ситуации, в которой вы сейчас из-за своей ошибки оказались.
будет дан, будет, обязательно будет. И я вижу, что многие, не просто многие, практически 99,9% этим шансом воспользуются. Не забудьте поблагодарить небеса. У кого-то, кстати, могут быть прямые повторы в жизни, да, ситуация просто повторяется. И вам нужно ее прожить, и прожить ее правильно для того, чтобы выйти из этой зацикленности, назовем это так. И еще высшие силы закроют вам глаза на какой-то ужас. Я не могу четко оценить, что это за ужас, но раз вам глаза закрывают, вам это видеть не надо. Не надо, это может повредить вам, повредить вашей психике, повредить вашему здоровью. Просто закроют глаза. Могут происходить страшные вещи, буквально там, не знаю, на соседней улице, в соседней квартире, либо где-то прям рядом с вами, но вы их видеть не будете. Просто не будете. Для того, чтобы вы не травмировали себя. Для того, чтобы не было вот этих ужасных, неизгладимых впечатлений, с которыми бы вы дальше жили по жизни. Закроют, в прямом смысле слова. Ничему не удивляйтесь. Если рядом с вами что-то такое страшное произойдет, а вы не увидите и не услышите, это вам ангелы закрыли глаза. Вас пожалели, вас буквально спасли от ужаса. Также я вижу, что ангелы вас не только как глаза вам закрывают, еще и крыльями своими будут закрывать. Закрывать от каких-то бед. Тут беды, понимаете, они какие-то рукотворные. Эти беды создают люди. Люди с целью, не знаю, добиться своего, какой-то наживы, с целью удовлетворения своих интересов. Вот мне идет что-то такое страшное. И ангелы закроют. Это страшное, оно как всквозь пройдет. Либо вас как обойдет, да, обходит вас это страшное. Прям чего-то ужасного с вами точно не будет. Здесь именно закрывают. Закрывают и оберегают. То есть вы не заслужили этого, вы не должны это увидеть, вы не должны с этим встретиться, и вы не должны от этого пострадать. Хотя люди рядом с вами могут и видеть, и слышать, и страдать. Тоже ничему не удивляйтесь, так тому и быть. Еще тут какие-то грехи показывают, но они незначительные. Грехи. Мы все грешные, да, сколько живем, столько и грешим. Хоть мы и знаем, как правильно, хоть мы и стараемся, но все равно люди, кто-то в помыслах, кто-то в действиях. Такая она жизнь, понимаете? Нельзя прожить прям абсолютно чистую жизнь. Даже люди, которые посвятили себя вере, да, служению вере, даже они постоянно молятся о прощении своих грехов, потому что очень часто люди даже в помыслах грешат. Какие-то незначительные грехи я у вас вижу, но вы, скорее всего, их чувствуете как очень значительные. Да? Вам кажется, что «ой, я согрешила», «ой, прощения мне нет». Вам будут отпущены эти грехи, причем, скорее всего, уже отпущены эти грехи. Отпущены даже не потому, что вы так сильно раскаялись, а потому что вы помимо этих грехов очень много еще добра делали. Добра, жертвенность, самопожертвование. В какие-то моменты вы не думали о себе, вы думали о других, да, очень много хорошего сделали. Но как скостили вам эти грехи, сняли, да, получается, вы чистые. В сегодняшнем дне вы чистые. И если вы за собой что-то думаете, этого уже нет. Такой хороший знак. Это как даже награда, особая привилегия вам была дана. У кого-то из вас способности мне идет есть. Причем способности, опять же, вы разные, у каждого свои способности. Кто-то очень талантлив, у кого-то слух, у кого-то голос, у кого-то, не знаю, рука легкая, кто-то действительно может чувствовать и видеть чужую боль, исцелять ее. Кто-то из вас, допустим, слышит то, что не слышат другие, из потока улавливает информацию. Да, у вас такая прям антенна, и вы все улавливаете. Высшие силы обещают вам наставника, учителя, проводника. Появится в вашей жизни тот, либо та, кто вас будет в этом поддерживать,
кто будет вас вести, кто будет помогать вам в реализации ваших способностей. Ну, допустим, если вы обладатель шикарного голоса, либо вы музыкант, либо вы, может быть, там талантливый кондитер, ну это как пример, да, швея может быть талантливая, то появится тот, кто будет вкладывать в вас деньги, кто будет вас представлять, кто будет заниматься, там, не знаю, административной работой, вашим менеджером станет, да, спонсором-менеджером. Если мы говорим об эзотерике, то появится тот, кто будет вас поддерживать в вашем даре, кто будет учить вас пользоваться этим, да, не бояться себя. И также человек, ну, будет как помогать, получается, помогать по жизни вам, да, в вашем деле. Ну, что есть, то есть. Что увидела, то я и вам сказала. Дальше. У многих из вас, вот мне показывают спину, и спина как вот в каких-то, вот знаете, как поцарапали, да, либо вот так чем-то острым тыкали. В ранах, да, в ранах, шрамах, в дырках. Мне такое идет. Ну, вас пробивали не раз. Темные силы, буквально, да, ходили по пятам. Темные силы либо охотились на вас, либо темные силы были спущены на вас. Да, вот вы для них были как цель. Знаете, вот собак, когда дрессируют, там учат охотиться, например, ну, либо отрабатывают там какие-то защиты, момент защиты хозяина, либо там нападения на преступника, вот спускают собаку с поводка, и собака бежит, и вот прям цепляется, да, в жертву. Вот и очень похоже, что и вы такое познали. Кто-то очень сильно хотел, чтобы вас не было. Просто вот хотели стереть вас, чтобы следа вашего не было. Не могу сказать о причинах, потому что вы все слишком разные. Но высшие силы, понимаете, они вступились, и они вам помогли. И если бы не высшие силы, ну, скорее всего, вы не смотрели мою отсыпку. Вам бы либо не до этого было, либо вас бы в принципе не было. Да, звучит страшно, но, возможно, в незнании счастье и есть. Как говорят, самый несчастный человек тот, кто знает, а самый счастливый это тот, ну, кто не знает, да, у кого обнуленный разум. Потому что вы не думаете об этом. Хотя, я еще раз говорю, я просто убеждена, что на этой отсыпке не будет лишних людей. И что это именно информация идет для тех, кто готов услышать, готов принять и готов дальше действовать и развиваться. Ну вот мне идет, что вас просто на ноги ставили после таких нападок, после таких нападений, да, ужасных ситуаций, фатальных ситуаций. Вас высшие силы буквально вот по кусочку собирали и на ноги ставили. Если вы в своей жизни пережили какие-то несчастные случаи, когда жизнь висела на волоске, вот это именно эти случаи, когда на вас спустили, ну, всю преисподнюю, понимаете, все исчадие ада на вас вылетело и напало. Тут мастер, скорее всего, работал, причем мастер очень сильный. Возможно, сам по себе, возможно, по чьему-то заказу. Ну, у кого-то прям так и было. Так, еще высшие силы позаботятся о том, чтобы следующая часть вашей жизни была максимально комфортной для вас. Но тут, как говорится, пути Господни неисповедимы. У кого-то прям все начнется с очень резких перемен, которые вы не ждете, которые вы не просите и против которых вы будете выступать, скорее всего. Да? Но когда резко жизнь меняется, вот резко что-то происходит, человек может сопротивляться этому. Потому что стабильность, даже если это плохая стабильность, это все равно вот для людей как точка опоры. Да? Говорят, нет ничего хуже, чем стабильность, потому что в ней нет развития, человек привыкает, да, мы люди такие, мы можем привыкнуть, адаптироваться, мы можем выживать, да, даже в самых страшных условиях. И когда приходят перемены, мы зачастую их боимся. Мы боимся, что устои нашей жизни начинают ломаться, и что нужно заново к чему-то привыкать. Обычно люди, да, боятся нового.
Ну, есть такое, да, вот согласитесь, страшно новое, потому что мы не знаем, с чем мы имеем дело, и не знаем, что нас ждет в этом новом. А старое, какое бы оно ни было, мы уже к там привыкли, мы разбираемся, мы понимаем. В общем, не сопротивляйтесь, все равно вам положено, да, получить эти перемены, все равно вам прям, ну, можно сказать, уже предписано следующую часть жизни прожить в благодати, в благословлении, в изобилии, спокойно, размеренно. Почему вот еще хочу отметить, да, вот мне идет, что у многих будет какое-то перемещение, релокация, переезд, может быть, как на новом месте новая жизнь. Вот еще такие слова идут: на новом месте новая жизнь. Не бойтесь этого, не бойтесь. Смотрите, новое все равно лучше, чем прежнее. Опять же, новое пусть будет для вас интересным. Представьте, что вы познаете мир, изучаете его, да. Это идет именно так, да, на новом месте новая жизнь. Ну что, мои хорошие, высшие силы вас берегут, высшие силы за вами горой стоят. Непростой вы человек, непростые вы люди. Все ваши добрые поступки, они обязательно найдут свою награду. Они обязательно вам помогут. Живите так, как вы живете, и знайте, что высшие силы всегда с вами рядом, что высшие силы неотступно следуют за вами, что рядом с вами есть ангелы, которые помогают, защищают. И не обижайтесь, если что-то вам непонятно, если что-то вам не видно. Есть вещи, которые лучше не знать и не видеть. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.